В эфире «7 дней плюс», и в разгар учебного года поговорим на самые острые школьные вопросы. Поговорим о школьном питании и немножко о семейном обучении, которое стало так популярно в этом году. Да? В гостях у нас директор лицея 146 «Ресурс», заслуженный учитель Республики Татарстан Диляр Салиховна Каримова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Диляр Салиховна, расскажите, вы у нас, можно сказать, первопроходец такой в России, да, по школьному питанию, по школьному ресторану. В 2013 году открылся вот этот у вас в лицее первый школьный ресторан, такой по... как сказать, в форме, да, шведского стола, здоровое питание. Расскажите, как это было, откуда вообще пришла такая идея и чем она отличается, вот, скажем так, ресторан от вот этой нашей привычной доброй столовой, которая была у нас в школах раньше? Хорошее понятие «добрая столовая». Действительно, у нас была хорошая столовая в нашей школе, тогда была школа, 1500 детей в одну смену. И дети кушали, мы даже занимали призовые места. Но, вы знаете, хотелось изменений, хотелось чего-то такого, чтобы привнесло изменения в реальную школьную жизнь. Потому что все-таки в школе ребенок проводит целый день, и мы задумались о том, что дети должны выбирать. Именно тогда по инициативе мэра нашего города, Ильсура Исовича Медшина, было предложено съездить изучить опыт. Мы с командой съездили в составе представителя департамента питания, финансового управления города Казани. Мы тогда съездили, посмотрели опыт зарубежный, съездили, посмотрели школы России. И на основе этого опыта создали свою уникальную систему. Это было в 2013 году. Как сейчас помню, 2 сентября 2013 года было открытие. И специфика в том, что, несмотря на здание, в котором 32 года, мы смогли создать уникальный школьный ресторан. Тогда вместе с нами была еще 19-я гимназия, но логистика у нас была своя. Мы создали свою логистику, которая удобна в массовой школе. Есть несколько нюансов. На сегодня я хочу сказать, что мы действительно можем отметить, что логистика работает. Мы ее примеряли на другие школы, в частности, на 2 школах в Казани. У нас есть последователи в Российской Федерации, в частности, кафе 200, в школе 200 Новосибирска. И для нас сегодня это обыденная реальность, которая очень здорово нашим детям помогает осуществить свое право выбора. Потому что основное – это право выбора. Да, там можно выбрать какое-то меню, да, там, расскажите вот эти вот. Вообще с ребятами надо договариваться, поэтому поговорили со старшеклассниками, несколько встреч таких провели, что для них важно. И мы договорились, что они будут питаться комплексами. Комплекс – это база. База плюс суп, база плюс выпечка, база плюс суп плюс выпечка. Это 4 варианта, причем базовый комплекс обязательно входит в состав салата. Нам же было важно научить детей кушать овощи. Поэтому свежие салаты ходили базовые. Суп едят, знаете, очень многие ребята очень любят кушать суп. Более того, мы разрешили в порядке исключения отдельным детям в базовом комплексе вместо салата брать суп. Ведь когда суп вкусно приготовлен, дети с удовольствием его кушают. Ну, если, конечно, дома к этому приучили родители. Очень важно еще, чтобы из семьи культура питания шла в школу и наоборот. У нас иногда так бывает, что дети просят приготовить маму котлетки, как в школьном ресторане. И мама просит поделиться рецептом. Ну, там принцип здорового питания, да, тоже? Да, принцип здорового питания, что в основе? Действительно, выбор из, например, из 2 видов супа, из 3 видов гарнира, из 3 видов мясных или рыбных блюд, из 3 видов салата, из 2-3 видов напитка. Все приготовлено здесь и сейчас. Мы столовая полного комплекса. И это действительно тогда закладывали в основу, что все готовится в пищеблоке. Департамент продовольствия и социального питания поставляет нам продукты. Более того, расходники, потом они работают над тем, чтобы у нас было исправное оборудование. И для директора большое облегчение по сравнению с другими регионами, что Департамент социального продовольствия и питания создает меню 2-недельное, в том числе свободного выбора, и согласовывает его в департаменте. Роспотребнадзора, именно вот так. Для директора это очень удобно. И я считаю, что очень правильно в Казани мы сделали, что сотрудники пищеблока в штате образовательных организаций. Вот на сегодняшний день, благодаря Раису Республики Татарстан, у нас 15 штатных единиц на 1500 детей. У нас часть классов во 2-ю смену, это спортсмены, у которых с утра лед. И
15 штатных единиц. То есть у вас 15 поваров? Сотрудников. Что там? А у нас разные, 7 да? поваров, 7 подсобников и 1 У завпроизводитель. вас прям шикарные условия, потому что сколько я не вспомню, что постоянная нехватка, я слышу, поваров в школьных столовых. Вы знаете, целом. надо работать с социальными партнерами. Наши социальные партнеры – это родители. Я очень часто публикую в чат родительские вакансии, объясняем все преимущества. И еще один очень серьезный социальный партнер – это Международный колледж сервиса. Он находится рядом с нами, Ковалева Фрида Рахибовна. Ее студенты всегда у нас на практике, они оформляются, да? Приходят. Скажем так, мы работаем с колледжем сервиса, приходят. Наши дети там обучаются, получают после основной учебы еще и специальность повара. И есть примеры, когда ребята приходят на практику, а потом остаются у нас работать. Да вы что, вы какие-то бешеные деньги платите? Что там происходит? Чем заманиваете? Или вкусными котлетами? Что? Вы знаете, наверное, отношением, да, и вот той средой, которая есть. Для меня очень важно не только проводить мотивационную беседу с педагогами. Мы еще очень много работаем и с кадрами пищеблока. У нас есть такие мотивационные встречи с руководителем, когда мы объясняем, какую важную миссию они выполняют. Они 1500 человек кормят большую часть один раз, порядка 700 человек 2 раза. Есть у нас еще даже полдник для классов полного дня. Это их миссия, когда они осознают свою миссию, это тоже влияет, мотивация персонала. Ну и не буду скрывать, мы действительно доплачиваем из бюджета, чтобы была достойная зарплата, потому что, по сути, это работа в режиме нон-стоп, с раннего утра до 16 часов. И каждые 10 минут заходят 2 класса. И это продолжается полный день, полный цикл. Да-да-да, вот это вот новая система, да, такая. Она... Новая система, которую очень боятся мои коллеги, руководители школ. Да, это просто каждый раз, когда вот мы заходим, что-то снимаем про школьные столовые, это... Они говорят, ну как вы хотите, чтобы у детей не оставала еда, если мы должны заранее что-то там и у нас поток, и у меня ребенок учится в школе, и там бесконечно им просто не продают в буфете ничего, потому что им некогда. Вот, понимаете? Они приходят, основная жалоба, это они приходят в буфет, там же есть буфет еще, хотят что-то купить, а им не продают, потому что, вот эти работники, они заняты. Вот этим вот накрыванием столов бесконечно. Ну, давайте по порядку, потому что я чувствую, вам интересно, как. Объясню сейчас как. Ну, во-первых, у нас детям не накрывают еду. Основная проблема – это, что еда холодная. Чтобы она была горячей, ее надо взять с раздачи. Поэтому наши дети еду берут с раздачи. Они ее сами себе накладывают в тарелки. У нас зеркальная раздача. Когда я посмотрела опыт огромного комплекса за рубежом, где питают 24 тысячи студентов, я увидела огромные залы, холлы, несколько линий раздач, несколько сцен, на них были электрогитары. И я подумала, как в школе, в здании, которое построено 32 года назад, я смогу, по крайней мере, 2 линии раздачи сделать. Я физик по базовому образованию, и, знаете, ночью... просто осенило, да, буква П, это с этим физики все знакомы, и мы выстроили букву П, да, зеркальная раздача. Сейчас во многих школах это повторяют, это очень удобно, это увеличивает скорость получения блюда в 2 раза. Первый выигрыш. Потом, когда дети сами набирают, работники пищеблока, они стоят не заняты раздачей, они заняты приготовлением блюд и постоянно пополнением конвейера. Далее ребенок может тарелку положить или поменьше, или побольше. Но еще очень важно воспитание. Мы воспитываем, чтобы все, что он положил в тарелку, он должен съесть. Да, бережливое потребление. Вот эту культуру тоже надо пропагандировать, развивать в детях. А если не хочет, что делать? Но он же положил сам, он же выбрал. Кроме права выбора, есть еще право ответственности. Ответственность у детей должна формироваться. Более того, если мы говорим о правильном питании, он же может выбирать каждый день макароны. А если с ним проводят уроки, если с ним работают на тему здорового питания, осознанного правильного пищевого поведения, если эта система в школе поставлена, то он к макаронам добавит брокколи. У нас дети любят очень брокколи, любят рыбу, рыбные котлеты. Какие-то неправильные дети у вас там? У нас нормальные дети, которые очень дорожат правом выбора. Более того, вот с этого года, постоянно апгрейд идет постоянный, потому что к нам много приезжают. Нет такой недели, когда бы у нас кто-то не смотрел этот процесс. Вы знаете, один коллега, немножко расскажу как анекдот из такой школьной жизни, очень опытный, уважаемый мой коллега, несколько дней стоял, наблюдал за этим процессом и сказал: Диляра, я не понимаю, а как у тебя математики отпускают вовремя срок? Это еще и корпоративная культура.
Но все секреты не раскрываем, у нас есть свои тонкости. Понятно, понятно. Да, поэтому есть гибкие перемены. Все это выстроено в таком механизме. На портале Академии просвещения Российской Федерации есть мой вебинар. Он так называется «Школьное питание. Кто вращает этот механизм?». Это действительно часовой механизм. Но и еще очень важный момент такой про буфет. Буфетчица отдельно, она работает, и там свежевыжатые соки у нас, и даже есть хороший кофе для старшеклассников, как в кофейне. Как вот объясните другим школам, как это можно сделать? Я не понимаю, вот у нас вот про это школьное питание, да, все бесконечно вот из года в год говорят, то невкусно, то холодно, то что-то еще какие-то проблемы, то какая-то антисанитария. В чем провал? Вот вы как человек, который уже добился определенных результатов, да, в этой сфере, как вы думаете, вот в чем провал вот других школ? Что там, вот это отсутствие логистики, я не знаю. Что... Наверное, да. Не выстроена логистика. В любом случае, как я говорю, на уровне Российской Федерации школьным питанием управляет директор. Директор, который называется команда. Поэтому у нас реперные точки контроля по ряду позиций для того, чтобы все это работало. Далее, это высокий уровень корпоративной культуры учителей. Они должны понимать, что ребенок должен быть сыт, и все это должно работать в таком едином механизме. И если говорить о качестве, то ведь департамент разрабатывает технологические карты, и они контролируют это качество. Обучение поваров. На сегодняшний день мы иногда берем специалистов, у которых нет образования, мы их обучаем, все это в ускоренном темпе, и приглашаем на работу. И зарплаты достойные, работать можно. А самое главное, даже есть бонусы такие, что если ребенок получает платные образовательные услуги, то 50% скидки тем, кто работает, кто является сотрудником школы. Это тоже бонусы определенные. Если говорить о буфете, то все просто. Система электронная. У нас в Казани это все очень развито, поставлено. У нас давно уже, 10 лет у нас нет наличных средств, все безналично. И сначала буфет, потом обед. Вернее, сначала обед, потом буфет. Поэтому буфетчица очень принципиальна, мы ее обучили. Так. Она смотрит по системе, если чек на обед пробит, только тогда отпускают буфетную продукцию. Но об этом надо было договориться с родителями. Поэтому мы встречались с родителями, обсуждали, как это все обустроить, договорились, приняли единые правила игры. И когда это все согласовано, когда родителям объясняешь, тем более наши родители уже на протяжении 10 лет каждый день приходят наблюдать за процессом питания в школьной столовой. Поэтому это все работает. Вот вы, наверное, можете, да, сказать о том, что вообще в школьных столовых за 10 лет вообще поменялось, как эта система усовершенствовалась и развивалась в целом, если говорить про систему школьного питания. Даже не про вас, мы поняли, что вы идеальная школа с идеальным питанием. Мы стремимся к этому, да, мы стремимся к этому, мы постоянно совершенствуемся, мы ищем, где у нас слабые какие-то моменты, мы работаем над ними. Говорить о том, что у нас идеально, это было бы неправильно. Когда идеально, это все остановились, нет развития. Мы постоянно в поиске, вот буквально недавно, в прошлом году весной мы первые внедрили салат-бар для старшеклассников. Кстати, это я подсмотрела в Уэльсе, в частной школе. И ребятам очень понравилось, но сначала мы с ними обсудили это все. Сейчас, благодаря департаменту питания, эта система распространяется вниз на детей младших, средних и младших классов. И это очень здорово. Если говорить в целом, то я могу позволить себе сравнить, потому что я работаю с регионами, я федеральный тьютор, я обучаю руководителей школ на площадке Академии Министерства просвещения Российской Федерации. И я много где в городах видела школьные пищеблоки, где-то мы даже обедали во время проведения тренингов. Так как поставлено дело в Казани, в Татарстане, я не видела нигде. Хотя объездил очень большое количество школ. Ну, во-первых, это интерьеры современные. Причем, если говорить о Казани, то у каждой школы свое лицо. Ну, например, у нас Бочи Феличи называется ресторан, да? Где-то интерьеры Лондона, где-то в национальном стиле оформлены. Это очень настраивает на такую особую атмосферу и детей. Более того, продумана цветовая гамма. Например, у нас хромотерапия на стенах, визуальное воздействие. Потом цветная посуда, хорошая качественная посуда, приборы. Вот у нас принято есть приборами, это же ресторан, нож, вилка. И когда мы с родителями говорим на первой встрече, мы говорим о том, что они должны научить детей пользоваться приборами. Когда ребенок в совершенстве владеет столовыми приборами, ум ребенка лежит на кончиках его пальцев, то у него развивается мелкая моторика, он
лучше работать с каллиграфией и более То хорошие есть даже результаты в через учебе. это вы решили? Через это, да, это тоже воздействует, в том числе и на Вы качество везде находите обучения. функционал и полезность, да? Как без этого? Внедряем все. Ну, давайте, да, немножко вот про семейное обучение тоже хотели вот тоже успеть захватить эту тему, да. Скажем так, зачем нам нужна столовая и вообще стены школы, если можно учиться дома. Сейчас многие переходят, это вообще такая тенденция, мода, тренд, популярные стало, да, вот это семейное обучение. Вот вы заметили вообще, что вырос Ну, вы спрос знаете, на это? я или по как? своей образовательной организации особо не заметила. У нас большого количества нет семейников, но есть отдельные ребята, и я понимаю, почему. Чаще всего это те дети, которые серьезно, профессионально занимаются спортом. Им нужно время, да? Это первое. Да, им нужно время. Действительно, это профессиональные спортсмены, причем иногда они бывают очень юны, но тем не менее уже показывают результаты. И здесь иногда мы даже помогаем хорошо решить вопрос с семейным обучением. Есть еще второй вариант, вторая категория. Сейчас стало модно жить на несколько городов, на несколько стран. И родители месяц живут здесь с семьей, потом переезжают. Вот это тоже такой вариант, когда можно использовать семейное обучение. Есть те, кто действительно следует моде и, ну, скажем так, может быть, нелицеприятно выражаются о том, что до конца не понимают. Я ведь вот не берусь судить о работе врача. Я не берусь судить о работе экономиста. Я берусь судить о своей области, о педагогике, где я разбираюсь, где я 32 года занимаюсь управлением в сфере образования. И понять, что семейное обучение – это действительно иногда необходимость, а не просто тренд, в зависимости от тех жизненных или иных жизненных ситуаций. Поэтому я бы обратилась к родителям сейчас и сказала о том, что взвесьте все за и против. Придите, поговорите с руководителем школы открыто, по-доброму, по-хорошему. И взвесьте все плюсы и минусы, если вы принимаете такое решение. И потом, принимают ведь родители. Да. А судьба чья? Судьба ребенка. Очень были на моей практике случаи, когда родители то в одну частную школу, то переходят на семейное обучение, то потом опять в другую частную школу. Потом в итоге они приходят к нам. А ребенок-то за этот период потерял стремление к знаниям, получению знаний. Нет у него такого режима учебы, трудовой деятельности. Ну и потом мне хочется тоже обратиться к родителям. Мы иногда облегчаем детям жизнь, а ведь трудности они закаляют. Ну вот с чем они могут столкнуться, родители? Вот как раз с тем, что может быть провал, да, с какими может проблемами? Может быть провал, а может быть провал. А далее у ребенка не будет такой системной и устойчивой мотивации к процессу обучения. Это тоже очень важно и значимо. А далее освоение программы, потому что семейное обучение предполагает потом сдачу определенных зачетов, контрольные работы, проверочные тесты. И если программа не пройдена, у ребенка может быть академическая задолженность. Но самое главное, они лишают ребенка детства, они лишают общения. В школе мы не только обучаем. Ну, они часто есть такая аргументация, что мы вот кружки, у нас полно общения, у него есть друзья. Это все равно не бурная школьная жизнь. Когда я спрашиваю родителей, почему именно к нам они отдают своих детей и возят их даже иногда из пригорода, приезжают к нам издалека, они изучают все сейчас по сайту, у нас есть свой телевизионный YouTube-канал, у нас своя телестудия, и они говорят о том, у вас вкусно кормят, у вас интересные мероприятия, интересные события, интересная система обучения. Люди отдают сегодня на технологии, на процесс, на содержание. И это здорово, что в Казани у родителей есть право выбора образовательной организации. А вам не кажется, что вот еще вот эта популярность, да, семейного обучения в силу того еще возникла, как бы сказать, престиж, падение престижа учителей, школы самой, да, недоверие к школе, зачем нам эта школа, там какие-то правила, вот, и так далее, и так далее. То есть вот не связано ли это с этим? Давайте говорить в год педагога и наставника не будем о падении престижа. Нормально у нас все с учителями. У нас очень много молодых и талантливых и перспективных педагогов. И на сегодняшний день очень хотелось бы, чтобы престиж поддерживался не только в год педагога и наставника, а чтобы это продолжалось. А рассуждать всегда можно говорить, не понимая содержания и сути. Поэтому я думаю, что этим родителям все-таки стоит прийти к директору школы, из которой они хотят забрать ребенка на семейное обучение, и по-доброму поговорить.
Ну, то есть доверие к школе... Доверие. Я в своих постах вот буквально недавно писала, что открытые школы перед родителями – это секрет ее успеха. Однозначно. Если родители понимают, что как устроено, вот мы на родительских собраниях даже часто я говорю, вы знаете, у нас есть ступенька жалоб. Первое – это обращение к классному руководителю, не срабатывает, есть куратор параллели, а потом руководитель школы. Если вы обращаетесь наверх, то все равно отвечает руководитель школы. Поэтому мой телефон расположен на сайте. Они всегда могут мне написать в WhatsApp, мы многие проблемы решаем достаточно быстро. Все должно решаться по-семейному, здесь и сейчас. К вам можно просто прийти или надо записываться, как многим директорам? Записываться не надо. Вы знаете, иногда многие вопросы решаются по WhatsApp. Потому что, пишут прям в WhatsApp? Да, а почему нет? У нас не дают прямой номер директора. Но, опять-таки, я многим руководителям на курсах, которые я провожу для руководителей школ, в том числе и в казанском проекте управления образованием «Наставник плюс», я говорю, что директор должен быть доступен. Доступен для родителей. Может быть, кто-то другую форму выберет. Тут я с вами прям согласна. Но не везде это соблюдается просто. У нас много интересных лайфхаков в этом направлении. Мы действительно котируемся в республике и в Казани, в России, как школа, которая открыта для родителей. И я всегда говорю родителям, что они меня очень здорово поддерживают, у меня вырастают крылья благодаря их поддержке. Хочется творить, продолжать дальше. И для родителей, опять-таки, вот совсем недавний проект, он был вчера. Мы первый новый такой проект открыли. Это классный завтрак с директором. О, интересно. Так, что это? Вообще, у меня бизнес-завтрак. Да. Но есть деловой завтрак по четвергам. Вот сегодня четверг, у нас деловым завтраком был лидер движения первых Тимур Сулейманов. Вы знаете его, наверное. Да. А вчера, в среду, это новый наш проект «Классный завтрак с директором». Это были все первоклассники первого Б-класса, родители первого Б-класса, классный руководитель и я. Так. И мы неформально общались за тем, что завтракали. На завтрак была овсяная каша и блинчики. Мы завтракали, пили чай, общались, достаточно свободно общались, поговорили о многом, договорились о том, как мы будем интересно жить. И родители задавали интересующие их вопросы в таком живом открытом диалоге. Приходите. Это интересно. Ну и посмотрите на нашем ютубе. Если только посмотреть. Да, это 7:45. 45 минут идет, 7:45, деловые завтраки по четвергам, вот теперь классный завтрак. О чем вы разговариваете? Это просто обсуждение проблем детей? Что это? Вы знаете, мы не можем обсуждать проблем детей, когда дети сидят за столом. Мы говорим обо многом, о том, какие у них впечатления. Вот 4 дня проучились, какие впечатления, как настроение, какие мечты, оправдались ли первые ожидания. Даже говорили о том, кто любит есть кашу на завтрак, а кто нет. Ну, конечно, из вашей школы кто на семейное обучение уйдет? Зачем? У нас есть несколько человек, из них они все именно профессиональные спортсмены. Тем более мы воспитываем, обучаем хоккеистов, 2 спортивных клуба «Волна» и «Динамо». Причем если «Динамо» как бы именно попросили нас обучать «Динамо», а хоккеисты, спортивный клуб «Волна», родители объединились и пришли ко мне на прием и попросили. Сначала одна команда, потом другая. Вот поэтому у нас сейчас 5 классов хоккейных. Наша главная задача – научить их хорошо математике, потому что ЕГЭ по хоккею нет, математика нужна. И вы знаете, я считаю, что, может быть, пошучу, но тем не менее, мама хоккеиста – это целый диагноз. Да? Да. Поэтому, когда приходит мама хоккеистов, мы сразу договариваемся, что мы выстраиваем учебный план так, чтобы дети могли совмещать и учебу, и образовательный процесс. И мы должны идти заодно. Вот когда школа и родители действуют вместе, тогда мы получим результат обучения. Даже самого ребенка немотивированного можно привести к хорошему результату, если родители и школа будут вместе. Ну вот сейчас, вот, можно сказать, год уже начался, уже самый разгар учебы. Скажите, вот посоветуйте что-то, дайте напутствие, у нас осталось меньше минуты, дайте напутствие детям и, может быть, родителям, что пожелаете на этот год учебный. Детям пожелаю, кроме того, что они занимаются математикой, физикой, русским языком и так далее, находить в школе много всего интересного, что им сегодня школа может предложить. То же самое движение первых. Быть активными, развивать себя, вкладывать в себя.
уметь делать многие вещи, которые на сегодня не каждый взрослый может сделать качественно, грамотно и хорошо. И мне нравится, что сегодняшние ребята, они понимают, что они работают над своим будущим еще в школе. Мы не готовим к школе, к жизни в школе, да? Мы проживаем интересную школьную жизнь. А родителям пожелаю только одно – быть на стороне школы и помогать учителю и администрации школы обучать их детей. В хорошем смысле этого слова – быть вместе. Ну вот на этой прекрасной ноте, я думаю, вдохновиться и родителям, и детям. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам, спасибо, что обсудили тему, спасибо телезрителям, что были с нами, и до свидания.